Без срока давности в Сыктывкаре открылась выставка архивных документов о трагедии мирных жителей в годы Великой Отечественной войны. Уничтожение населения, пытки голодом, принудительные работы и другие ужасы войны. Долгое время все материалы выставки оставались засекреченными, но некоторые из них сегодня впервые представили общественности. Слово Ксении Лосевой. С 1941 по 1945 в немецкой оккупации по разным подсчетам успело побывать около 85 миллионов человек. Даже в масштабах нашей многонаселенной страны цифра ужасающая. Жить, а точнее выживать, тогда приходилось в условиях постоянного страха и гнета противника. Многое так и осталось безнаказанным, но история помнит все. А потому ранее засекреченные данные постепенно придаются огласке. Так, только благодаря проекту «Без срока давности» за последние несколько лет было опубликовано более 7 тысяч архивных документов. Часть из них сегодня представили на выставке. Современная молодежь, она любит визуализировать информацию. И к каждому документу по возможности прикреплена фотография, которая показывает непосредственно на территории, что творилось. И люди, видя не только цифры, но еще и что запечатлено на фотографиях, они более проникаются духом истории, проникаются этой трагедией и делают соответствующие выводы о том, что творилось в годы Великой Отечественной войны. На выставке 24 стенда. Ровно столько регионов попало под фашистскую оккупацию во время Великой Отечественной войны. У каждого своя нелегкая история. Так, например, на стенде Воронежской области фотографии места массовых расстрелов в поселке Орловка. А большую часть стенда Волгоградской области занимает список детей Нижнечирского детского дома. Многих из них фашисты закопали заживо. Из 47 воспитанников не осталось никого. Данные карательных операций, фотографии, которым не нужны слова и количество погибших. На выставке только подтвержденные факты. За каждым судьба простых людей, в чью мирную жизнь однажды вмешалась война. Сегодня выставка открылась сразу же в 63 регионах России. Дата была выбрана не случайно. Именно в этот день, 75 лет назад, 8 февраля 1946 года, на Международном военном трибунале в Нюрнберге был озвучен весь масштаб зверств нацистских преступников на оккупированной территории СССР. Из речи главного обвинителя от нашей страны Романа Андреевича Руденко мир впервые узнал об объеме преступлений нацистов против мирного населения на советской территории. С тех пор защита исторической правды стала важной задачей для всех, кто помнит. Конечно, сколько бы слов мы ни сказали, что это важно, это все равно не подчеркнет, насколько это просто жизненно необходимо. Мы понимаем, что война, которая унесла миллионы жизней людей и принесла разрушения, беды, нынешнее поколение, да и наше поколение, мы, собственно говоря, этого не видели. И об этом нужно как можно больше говорить, чтобы это никогда не повторилось. Наша память – это наша история. Нынешнее поколение забывает о подвигах наших героев. Другие страны сейчас пытаются переписать свою историю в свою сторону. Потому что они выиграли войну, а не наш народ. Еще неделю выставка пробудет в Сыктывкарском государственном университете. Затем отправится в другие муниципалитеты в республике. Планируется, что до 1 июня она посетит все районы и города Коми. А значит, у каждого жителя региона будет возможность лично прикоснуться к истории, изучить архивные материалы и еще раз убедиться в том, что преступления против человеческой жизни не имеют оправданий и срока давности. Ксения Лосева, Иван Богомолов, телеканал Юрган, Сыктывкар.